Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Нарын Аеп. На уходящей неделе Кыргызстан временно приостановил пропуск лиц и транспортных средств через границы с Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Президент Жээнбеков переговорил по телефону с президентами этих трех стран, обсудив ситуацию с коронавирусом. Германия выделила Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы с инфекцией. Турция передала больницу кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке кыргызскому Минздраву. Глава офиса Всемирного банка в Бишкеке Булурма Ангабазар сообщила, что рассматривается вопрос перераспределения средств для других проектов на поддержку системы здравоохранения Кыргызстана. В Алабуке от пневмонии скончалась 82-летняя женщина, однако медики говорят, что это не коронавирус. Первый вице-премьер Боронов объявил, что все сотрудники госорганов и бюджетных организаций, несмотря на вынужденные отгулы, будут получать заработную плату в полной мере. Китай предоставил Кыргызстану 35 тысяч, а Россия 10 тысяч тест-систем для диагностирования коронавируса. Мэрия Бишкека прекратила работу общественного транспорта. Фондовая биржа заявила, что из-за задержек по кредиторским задолженностям банки должны будут удваивать свои резервы, чтобы не обанкротиться. Аэропорт Манас прекратил авиасообщение по всем направлениям, в том числе и по внутренним. Срок предоставления единой налоговой декларации физическими лицами и индивидуальными предпринимателями продлили до 1 сентября. Специалисты Госкомсвязи запустили новые специальные информационные ресурсы HiDoctor.kg и COVID.kg. Минздрав сообщил, что возникают проблемы с обеспечением блокпостов медработниками, а врачей Республиканского диагностического центра отправили в отпуска без содержания. Несмотря на дефицит санитарных масок, Минздрав рекомендовал не пользоваться самодельными, а правительство своим постановлением разрешило производство и реализацию масок без лицензии и госрегистрации. Закрылись православные храмы в регионах, где ввели чрезвычайное положение. Президент Жээнбеков, многие депутаты и другие политики перечислили свои зарплаты за март на счет для борьбы с коронавирусом. На этом счету собрано около 50 миллионов сомов. Послы США и Великобритании в Кыргызстане приняли участие в видеоэстафете «Мой руки 20 секунд». В мессенджере Telegram создали бот «Мой руки», который отправляет сообщения на кыргызском, русском и английском языках с памяткой «помыть руки» или очистить поверхности устройств, к которым хозяин смартфона прикасается. Госагентство антимонопольного регулирования разрешило поднять максимальные цены на муку в 1,5 раза. Вузы и колледжи стали переходить на дистанционное обучение. Актеры, певцы, блогеры записали видеоролик с хэштегом «Будь дома». Появились люди, которые распространяют фейковые новости про эпидемию, а также те, кто собирает и продает использованные санитарные маски. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить Азимджана Аскарова по гуманитарным соображениям. Компания Centera Gold, разрабатывающая Кумтер, впервые за последние 4 года решила выплатить акционерам дивиденды. Кыргызстан должен получить 2 миллиона 200 тысяч долларов. Бишкекский городской суд утвердил приговоры по делу о модернизации ТЭЦ, вынесенные Свердловским районным судом в отношении Сапара Исакова и других фигурантов, кроме Айбека Калиева, срок которого с 15 лет сократили до 14. Доллар за неделю подорожал на 2 с лишним сома, но все равно он дешевле курса, по которому его на прошлой неделе продавал Национальный банк. Мобильное приложение Тулпар, разработанное для гаджетов на базе платформы Android, стало на неделе доступным и для платформы Apple. Скачав его на смартфон, можно контролировать и пополнять счет, а также просматривать историю поездок. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. В Бишкеке и некоторых других городах и регионах введено чрезвычайное положение. В осадной ситуации проявляются совершенно разные качества разных слоев общества. Генсек ООН призывает консолидировать усилия и принимать жесткие меры.
Китай уже победил инфекцию, но она успела расползтись по свету. Кыргызстан стал первой страной, получившей помощь МВФ в связи с пандемией. Исполнилось 15 лет первой кыргызской революции, которая мало кого, мало чему научила. На Варе шапка горит, Акаев бежал от устанавливавшихся им самим бандитских порядков. Воровство в энергетике ведет ко всеобщему воровству в стране. Интервью с Апаром Аргынбаевым. Директор института имени Склифосовского. Сидите дома. Субботним решением Совета Безопасности с прошлого воскресенья в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы уменьшить контакты между людьми, но это мало чему помогло. Народ жил, как жил, ездил из города в город, ходил друг к другу в гости, проводил тои и юбилеи. И это есть объяснение всех других больших и малых бед страны. Какие бы решения, например, по борьбе с коррупцией или по развитию производства, на каком бы уровне ни принимались, народ продолжает делать то, к чему привык, совершенно не обращая внимания на предпринимаемые где-то решения. В результате буквально через 3 дня, 25 марта, было принято решение ввести в 3 городах – Бишкеке, Ашаиде, Аллабаде, а также в 3 районах – Наукатском, Карасюйском и Сузакском – уже режим чрезвычайного положения с комендантским часом. В тот же день, 25 марта, президент Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к народу, объяснив, что всем надо сидеть дома. Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества. Мы не можем позволить равнодушие, придерживаясь позиции «меня эта болезнь не коснется, я могу и не предпринимать никаких мер». Необходимо оставаться дома, строго соблюдать гигиенические правила, прекратить встречи. Прибывшим из-за рубежа и находящимся на обсервации при лечении запрещается произвольно покидать эти места. То, что коронавирус добрался до Кыргызстана только через 3 месяца, говорит лишь о том, что у страны не так много контактов с внешним миром, да и плотность населения небольшая. Это как караван вдруг поворачивает назад, и последний верблюд оказывается первым. О настроениях в стране после введения все более жестких мер подробнее Андрей Токумбаев. Численность заболевших коронавирусом, которых в Кыргызстане на прошлой неделе было лишь 4, растет в прогрессии. Вот уже более 2 недель, как в Кыргызстане выявлены первые заболевшие коронавирусом. В Бишкеке и многих других городах машин стало меньше, воздух стал чище. Какие еще изменения произошли за эти 2 недели? Страна перешла на осадное положение. Поначалу, во избежание распространения инфекции, с городских улиц исчезли маршрутки с их толкотней в душных салонах. В оставшихся вместо них автобусах и троллейбусах водители стали лучше следить за чистотой и соблюдением правил гигиены. Специально у нас раствор нам выдают, мы обрабатываем. И на обеде у нас вот девушка здесь специально обрабатывает, ходит. На каждым рейсом, да, ходим, протираем. У меня вот тряпочка с хлоркой есть, вода есть. К специальным девушкам в масках и резиновых перчатках пассажиры отнеслись с юмором и пониманием. Ну, меры предосторожности нужны же. А что делать? Надо соглашаться. А во вторник в бишкекской мэрии предупредили население, что число единиц общественного транспорта будет стремительно уменьшаться. Было запущено небольшое количество автобусов, но с завтрашнего дня автобусы будут стремительно сокращаться. Наверное, будет порядка только 20 автобусов. Это только для тех маршрутов, где не доходит троллейбусная линия. К этому горожане отнеслись тоже с пониманием, хоть уже с некоторым раздражением. Добираться-то до места работы стало труднее. Ну, конечно, это какой-то есть дискомфорт в плане добираться как людям. Но многих и позакрывали, поэтому многие дома сидят. А кому надо доберется, думаю, как-нибудь выйдут из положения. Как жить и работать в новых условиях, показала своим примером столичная мэрия. Городские власти ушли в онлайн-режим. Их примеру последовал ряд госструктур, а затем и многие частные предприятия. Улицы опустели, стало меньше клиентов у таксистов. Нету, вообще людей нету. А кого возить? Жирную точку на этой проблеме поставило в среду дальнейшее развитие событий. 25 марта страну облетело известие о еще 2 заболевших. Если раньше их круг ограничивался уроженцами юга страны, то теперь новыми пациентами стали жители Чуйской области. В Бишкеке ввели чрезвычайное положение с комендантским часом с 8 вечера до 7 утра. Общественный транспорт с городских улиц исчез совсем, включая такси. Перестали работать предприятия общепита и увеселительные заведения. В
В первый же вечер после введения комендантского часа в Бишкеке было задержано более 150 его нарушителей. Но и в дневное время патрульные вправе потребовать у любого паспорт и маршрутный лист, анкету. В ней должны быть записаны от руки данные владельца, время и цель выхода из дома, пункт следования. Чувство юмора и здесь не подвело бишкекчан. Вот что, например, пишут в соцсетях. Ты уже 15 минут смотришь в окно. Что с тобой? Отстань, я гуляю. Совсем не до смеха было в четверг многим владельцам автомашин. Большинство их спешило на работу в те госструктуры и предприятия, по каким-либо причинам не ушедшим в онлайн-режим. С утра полицейские патрули перекрыли дороги в центр из верхних микрорайонов столицы. Столпотворение длилось несколько часов. Постовые никак не объясняли причину перекрытия, видимо, толком ее сами не знали. Ближе к обеду блокпосты были сняты. Позже в мэрии пояснили корреспонденту Пятого, что проезжую часть блокировали по причине проводимых муниципалитетом мер по санобработке улиц. Одна из очевидцев этого события, волонтер Виктория Якунина, засняла происходившее на свой сотовый телефон и отправила нам следующие кадры. Пробка на Льва Толстого перед очередным кордоном. Начиная со среды, Виктория бесплатно развозит на своем автомобиле медработников ряда больниц города, рассказала она по WhatsApp корреспонденту Пятого. Основная больница – это 7-я, которых врачей сейчас я развожу. Добраться им крайне сложно. Большая часть из них живет за городом. Это районы Арчак-Бишика, Курдо, та сторона. Въезд в город очень тяжелый, даже имея пропуск, доехать до самого контрольного пункта очень сложно. Другой волонтер Азат создал в мессенджере чат, в который вносит всех медработников, желающих вовремя попасть на работу, и развозит их на своей машине. Где вы живете, во сколько вас забрать и куда нужно отвезти? Арчак-Бишик надо отвезти к 8. Угу. А 4-я квартбольница. Медики – это все-таки, наверное, первые бойцы на сегодняшний день, когда весь мир вышел, так скажем, на войну против коронавируса. Это является вот первым эшелоном, который на первых фронтах – это медики. Чтобы им как-то помочь, мы решили организовать такой волонтерский транспорт. В сумятице чрезвычайного положения не забыли и о цифровизации. В четверг в прямом эфире Пятого руководитель парка высоких технологий рассказал, что по поручению властей в интернете размещен онлайн-ресурс IT-штаба. На сайте можно получить всю информацию, необходимую для жизни в нынешних условиях. Исходя из деятельности IT-штаба, поступила такая задача создать такой штаб, где могли бы быстро и оперативно разрабатывать разные программные продукты для того, чтобы помочь деятельности республиканского штаба. На данный момент более чем, точнее 10 разных программных продуктов были разработаны. Туда входят разные информационные веб-сайты, чат-боты, Telegram, Facebook чат-боты. В Кыргызстан коронавирус прибыл с Ближнего Востока с группой религиозных паломников, совершивших умру, малый хадж. Установлено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, обитает в организме летучих мышей вида цивета, занесенного в Красную книгу. Мясо этих зверьков издавна едят в сыром виде жители китайского города Ухань, где и вспыхнула эта инфекция. Есть и конспирологическая версия. Мол, смертоносный штамм выведен искусственно, однако ни одно из обвинений не подтверждено фактами. И все же причина пандемии до банальности проста, сказал в понедельник в интервью Пятому каналу иммунолог. Основная причина распространения инфекции – это отсутствие санитарных норм, несоблюдение личной гигиены. По словам Сайбаева, смертность от COVID-19 не превышает 3-4%. Еще в 2003 году был найден ближайший родственник этой инфекции, обитающий тоже в организме летучих мышей – коронавирус SARS. От него умирает каждый третий заболевший. Нынешнее ЧП мирового масштаба – своего рода тренировка для эпидемиологов, да и всего населения, которая позволяет получить навыки адекватного реагирования на подобные ситуации. Вот то, что у нас сейчас происходит, как многие врачи говорят, это, можно сказать, как учебная тревога.
Это вот просто обучиться странам на будущее, если, не дай бог, вот такие более страшные инфекции начнут распространяться. Будучи не только эпидемиологом, но и экономистом, собеседник Пятого также считает, что пандемия указывает нам на основную проблему нашей экономики. И получается, каждой стране надо все-таки минимально что-то самим производить, потому что иначе начинаются вот такие проблемы. То есть для меня это признак того, что надо возрождать свое собственное производство, а не только надеяться на мировое разделение труда. Мировое разделение труда оказалось очень хрупким, стоило вот этой инфекции появиться, и все страны тут же начали закрывать границы. Как бы ни развивалась ситуация с коронавирусом в дальнейшем, единственное, что гарантировано нам на ближайшее время – экономический спад. Прежде всего в торговле и индустрии туризма. А ведь многие эксперты предупреждали, нельзя делать экономику слишком зависимой от импорта и сферы услуг. Предупреждения не услышали, и обвинять в этом бизнес нельзя. Предпринимателю свойственно думать о прибыли и меньших затратах. Но ведь есть госструктуры и общественные институты, которые должны способствовать развитию затратных, не очень прибыльных, но важных для населения отраслей производства. Ни те, ни другие не выполнили свою задачу. Вторжение COVID-19 напомнило о проблеме. Пойдет ли нам впрок это китайское предупреждение? Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. Чтобы китайское предупреждение пошло впрок, надо мыслить и работать, как китайцы. Они за 3 месяца локализовали инфекцию и почти победили ее. В Ухане была построена специальная больница на более чем 1000 коек за не месяцы, не недели, за 10 дней. Поэтому сейчас в Китае общество чествует врачей и медсестер, а в странах, где особой такой сознательности и железного порядка нет, вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь, названную COVID-19, продолжает распространяться. На первое место в мире по числу зараженных уже вышли Соединенные Штаты, а на второе – Италия, обогнав Китай. По числу же смертей лидирует Италия, а к ней приближается Испания. В такой ситуации главными становится жесткость принимаемых мер и консолидация усилий всех стран, всех ученых, всех активистов мира, о чем в четверг в интервью Евроньюс сказал и генсек ООН Антонио Гутерриш. Я думаю, что люди осознали, что все это очень серьезно и будет еще серьезнее, если мир не проявит солидарность и не сможет эффективно скоординировать усилия. Если мы не остановим развитие вируса, речь будет идти о миллионах инфицированных, миллионах людей, которые могут умереть. И речь не может идти о том, чтобы допустить это. Снова повторюсь, у нас нет альтернативы жестким мерам, сформулированным Всемирной организацией здравоохранения, и мощной мобилизации ресурсов для поддержки семей и предприятий на плаву. Нынешняя вспышка коронавируса – это уже 18-я пандемия в истории человечества. Смертность от нее несколько процентов, а от лихорадки Эбола смертность достигает 90%. Однако случай с коронавирусом уникален тем, что болезнь распространилась практически на все страны планеты. О ситуации с пандемией в мире подробнее в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Наиболее вероятные сроки, когда закончится распространение коронавируса, названы на уходящей неделе там, откуда эта инфекция стала распространяться – из Китая. Старший советник правительства КНР, эпидемиолог Джун Наншань прогнозирует, мировая пандемия закончится, скорее всего, в июне. Но для этого все страны должны мобилизовать усилия для борьбы со вспышками заболевания, считает медик. Вот что сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN. Наш прогноз основан на математической модели данных, полученных в результате мониторинга эпидемиологической ситуации. Он также учитывает факторы риска и весь комплекс мер, предпринимаемых китайским правительством в борьбе с эпидемией. Ранее эпидемиолог, основываясь на тех же расчетах, предполагал, что пик эпидемии придется на середину февраля, что подтвердилось. Мировую известность Джун Наншань получил в 2003 году, когда ему удалось предотвратить эпидемию другой смертельной опасной болезни, вызванной вирусом SARS, который является ближайшим родственником нынешнего штампа коронавируса SARS-CoV-2. В Китае эпидемия началась в декабре, но сейчас число заболевших там идет на спад. Например, в провинции Хубэй, где и находится очаг распространения заболевания, согласно статданным на середину марта отмечено менее 10 новых случаев заражения. Как сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения, жертвами пандемии стали уже около 30 тысяч человек. Больше всего пострадала Европа. Там умерли более 20 тысяч заболевших. Европейские страны принимают срочные меры по борьбе со вспышкой
заболевания. Например, во французской провинции Эльзас оборудован специальный поезд по доставке заболевших в специальные стационары. Этим поездом мы планируем доставить 20 пациентов. Во Франции, согласно официальным статданным на субботу, число инфицированных превысило 30 тысяч. Погибли более 1700 человек. Но наиболее тревожная ситуация с коронавирусом наблюдается по ту сторону Атлантики. США обогнали Китай по численности зараженных. Становится все хуже и хуже. Нам пришлось использовать прицеп с холодильником, чтобы хранить тела умерших пациентов. Все, кто может идти, ступайте на молитву. А в Старом Свете лидирует по числу инфицированных Италия. Там погибли около 10 тысяч больных, на 7 тысяч больше, чем в Китае. В пятницу итальянцев ждал настоящий обвал смертельных исходов. Жертвами пандемии стали сразу 919 пациентов, что стало абсолютным рекордом единовременной смертности от коронавируса. Накануне в итальянскую провинцию Ломбардия, самый пострадавший от вируса регион, переправлена колонна российских вирусологов. Они займутся массовой дезинфекцией, а также доставят мобильные комплексы диагностики. Россияне прибыли на одну из военных баз Италии, откуда направились в район заражения. Приказываю совершить марш. Время начала марша. 9 часов. Колонна грузовиков везет специальные мобильные комплексы для дезинфекции машин, дорог, водопровода. Машина распыляет аэрозольный раствор, приготовленный заранее. А раствор, соответственно, в свою очередь убивает возбудителя опасных болезней и так далее. В нашем случае всем известный коронавирус. В самой же России численность заболевших COVID-19 превысила 1000 человек. Зафиксировано несколько летальных исходов. Карантин по причине вспышки инфекции объявлен в около 60 населенных пунктах. Число погибших в Испании около 5000. Там не хватает помещений для приема и временного хранения тел погибших. Например, в морг переоборудован ледовый каток в Мадриде. Муниципальная ритуальная служба Мадрида объявила, что прекращает сбор тел жертв COVID-19, поскольку у сотрудников недостаточно защитных материалов. Служба управляет 14 кладбищами, 2 похоронными бюро и 2 крематориями. Испания сейчас на 4-м месте в мире по числу инфицированных коронавирусом, после США, Китая и Италии. В пятницу зафиксирован рекордный скачок смертности. За один день умерло 514 человек. Германия на 5-м месте по числу заболевших. Там на более 50 тысяч зараженных зафиксировано около 350 летальных исходов, передает Евроньюз, но число погибших стабилизируется. Что интересно, несмотря на высокое число инфицированных, статистика смертности немцев от этого заболевания самая низкая в Европе. Вот эти цифры на субботу в сравнении с показателями в Италии. Германия. Заболело 50 871 человек. Умерло 351 человек. Италия. Заболело 86 498 человек. Умерло 9 134 человека. Причина тому не только известная немецкая пунктуальность и чистоплотность. По мнению ряда эпидемиологов, дело и в том, что система здравоохранения ФРГ еще в середине прошлого века переняла многие научно-практические принципы советского Минздрава, ориентированные прежде всего на профилактику инфекционных заболеваний. Эти традиции в СНГ, в том числе и в Кыргызстане, пытаются как можно скорее забыть. Но вот что сказал по этому поводу в интервью Пятому каналу иммунолог Сейтбаев. Как сейчас показывает опыт, то, что у нас на постсоветском пространстве в России и у нас здесь сохранились эти правила, нам сейчас очень помогают, потому что на Западе вообще эта система совсем по-другому функционировала. Среди постсоветских стран Центральной Азии наилучшая ситуация с распространением коронавируса в Таджикистане, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения. При этом страна готова встретить незваного гостя, уверены в первой инфекционной больнице Душанбе. Как рекомендует ВОЗ, в настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией это препараты противовирусные, антибиотики широкого спектра действия, кортикостероиды. Но таджикское министерство здравоохранения и социальной защиты испытывает большие трудности с размещением на карантин прибывших из-за границы граждан. Об этом в пятницу сказала на брифинге пресс-секретарь ведомства Бибиханум Дарвеш-Зада. В Казахстане подтверждено 120 случаев коронавирусной инфекции. В Нур-Султане заболело 60 человек, в Алматы 47, в Караганде 4, в Джамбыльской области 3, в городе Шымкент 2, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Окмолинской областях по 1 случаю. В Узбекистане число заболевших на уходящей неделе превысило 50 человек, почти как в Кыргызстане. Но узбекское руководство, наряду с казахским, еще в начале марта приняло решение закрыть границы с Кыргызской республикой. В то время как в Китае пандемия идет на спад, в США и ряде европейских стран наблюдается пик заболевания. В Центральной Азии инфекция лишь вступает в фазу начала своего распространения. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.
Сразу, как только в Кыргызстане выявились первые инфицированные коронавирусом, власти страны обратились в основные донорские организации мира с просьбой поддержать Кыргызстан в его борьбе с эпидемией. Президент Жээнбеков встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Кыргызстане Тиграном Погосяном и предложил рассмотреть возможность выделения бюджетной поддержки стране для смягчения негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции и чтобы можно было принять превентивные меры для недопущения более серьезных последствий. Исполнительный совет МВФ оперативно одобрил выделение помощи, и Кыргызстан стал первой страной, которая получила поддержку от Международного валютного фонда в размере 120 миллионов 900 тысяч долларов для борьбы с пандемией. Это 80 миллионов 600 тысяч по инструменту быстрого финансирования и плюс 40 миллионов 300 тысяч долларов в рамках механизма быстрого кредитования. Сегодня стало известно, что исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил запрос Кыргызской республики по механизму чрезвычайной помощи эквиваленту 86 миллионов долларов США и выплату в рамках механизма быстрого кредитования эквивалентно 43 миллионов долларов США. Вместе эта сумма составляет приблизительно 129 миллионов долларов США для удовлетворения неотложных потребностей платежного баланса. На неделе исполнилось 15 лет первой кыргызской революции, когда, испугавшись 15 тысяч людей, собравшихся на центральной площади Бишкека, президент Аскар Акаев 24 марта 2005 года бежал из страны вместе с семьей и, как рассказывали потом летчики, прихватив челночные мешки с долларовой наличностью, хотя собравшиеся просто требовали с ним встречи и не намеревались кого-то свергать. Более подробно в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. В смятении, которое вызвали в стране события, связанные с коронавирусом, почти незаметно прошла на неделе важная для страны дата. Во вторник исполнилось 15 лет со дня тюльпановой революции. 24 марта 2005 года массовые акции народного протеста привели к бегству из страны тогдашнего президента Аскара Акаева. К тому времени он исчерпал и доверие избирателей, и сроки своего президентства. Да и саму Конституцию переделал так, чтобы она не мешала единолично править страной, не допуская к власти никого, кроме своих родственников и приближенных. В интервью Пятому каналу воспоминаниями поделился один из участников революции, политзаключенный времен Акаева, ученый, общественный деятель и политик Топчубек Тургуналиев. По его мнению, протесты были действительно народными, а народ хотел следующее. Свергнуть семейно-клановую авторитарную диктатуру Акаевых. Я специально говорю Акаевых. Акаев не был не единственным президентом. Он формально был президентом, а президентскую власть растащили. Майрам, Бермет, его дети. Формальным поводом давно назревшего социального взрыва стали итоги выборов в Джогур-Кукиниш. Международные наблюдатели признали их нечестными, что привело к народному недовольству, резкому обострению положения в стране и свержению существующего режима. Акаев покинул страну вместе с семьей и получил убежище в России, где проживает и поныне. Власть перешла в руки оппозиции. Во вторник президент Сооронбай Джээнбеков поздравил соотечественников со знаменательной датой и сказал в своем обращении. Уважаемые соотечественники, сегодня исполняется 15 лет со дня тюльпановой революции, мартовской народной революции 2005 года. Всему миру стало известно, что свободолюбивый народ Кыргызстана никогда не смирится с насилием и несправедливостью. 24 марта останется в истории как важное событие, открывшее дорогу демократическим преобразованиям в Кыргызстане. Мы обязаны всегда помнить об этом. По словам президента, и власти общества обязаны извлечь уроки из мартовских событий 2005 года. К сожалению, этого не произошло в последующие после революции годы. Пришедший на смену Акаеву Курманбек Бакиев фактически повторил действия своего предшественника, но в куда более жестком варианте. Кстати, точно так же произошло и во времена Курманбека Бакиева.
События марта 2005 года не до конца выполнили свою задачу. Многие еще не свободны от стереотипов тоталитарного сознания. Это и стало причиной последующей диктатуры Курманбека Бакиева, а потом Атамбаева, сказал в интервью Пятому каналу один из участников тюльпановой революции, впоследствии ставший губернатором Джалалабадской области. Революция 7 апреля – продолжение тюльпановой революции. Народные волнения 2005 года начались в регионах страны, продолжает собеседник Пятого. В 2005 году восстание началось в Тонском и Кочкорском районах, а Джалалабад до этого уже был готов. Слабость центральной власти и органов правопорядка, а также режим Акаева привели к такой революции. Волнения продолжились в Аше и других регионах и завершились в Бишкеке, куда стекались толпы недовольных со всей страны. Тогда на площади Алатоу собрались около 30 тысяч манифестантов. В ночь на 25 марта в столице начались погромы. Милиция тогда разбежалась. Приказа использовать силу она так и не получила. Но пошел слух, что такова месть правоохранительных органов Оскару Акаеву за то, как он поступил с ними после событий в Аксы 17-18 марта 2002 года. Тогда милиционерам было приказано стрелять по безоружным демонстрантам. Потом многие сотрудники МВД были судимы якобы за самовольное применение оружия. В ряде районов города прекратилась сотовая связь, исчез интернет. В атмосфере паники поползли слухи, что акаевские люди отравили городской водопровод. А из села Чонкимин, малой родины Оскара Акаева, якобы идет на Бишкек колонна вооруженных всадников. Наутро перед горожанами предстала такая картина. Конечно, печально. Зачем портить продукт, непонятно. Позднее этот день, 24 марта, был объявлен праздничным нерабочим днем. Но правовой беспредел, к которому скатилась страна в годы правления Бакиева, постепенно погасил массовый энтузиазм народной революции. Обида же за грабежи и мародерство у многих осталась. Вскоре этот дополнительный выходной в народе стали называть Днем булыжника. Уже при Атамбаеве в 2012 году праздник отменили специальным постановлением Джогорку Кениша. Такое решение было неверным, считает один из активных участников мартовской революции, бывший омбудсмен Турсунбек Акун. Сегодня мы не должны забывать сегодняшний день, потому что многие революционеры, многие патриоты, правозащитники, журналисты, мы, когда вот свершилась эта революция, когда ушел акаевская власть, нам было как? Мы радовались, это как будто мы родились, только что родились, знаете. Поэтому этот день для меня так как, с одной стороны, день радости, с другой стороны, день какой-то пасмурный, как сегодняшний. По мнению политолога Эмиля Джураева, роль, которую играли в правовом сознании народа события 24 марта 2005 года, трудно переоценить. И они совершенно незаслуженно ушли в тень последующей апрельской революции. Последние несколько лет, особенно при президентстве Атамбаева, апрельская революция стала как бы основной датой, основным событием, которое в политическом поле праздновалось, отмечалось. А 24 марта 2005 года оно как бы ушло в тень 2010 года. Но мне кажется, надо как раз-таки начинать с 2005 года. Тактика массовых демонстраций протеста, с которых начиналась народная революция 2005 года, в настоящее время зашла в тупик, что и показало фиаско, которое потерпели 2 марта 2020 года организаторы митинга в поддержку Садыра Джапарова. Подобные акции легко выходят из-под контроля, и тогда правят бал, криминал и прочие маргиналы, далекие от политики. Видимо, по этой причине народ сейчас не питает особой симпатии к подобным проявлениям народного гнева. Значение этого дня уже сейчас не оценивается, к сожалению. Стало не красной датой, а просто простым датам. Вот как сегодня мы только что начинаем уже отметить, да? Но 15 лет назад населению нужно было расстаться с иллюзией всесилия власти. Иначе президентское кресло, покидать которое Акаев не торопился, сделало бы его своим заложником навсегда. Есть стадия, когда проворовавшееся окружение главы государства делает все возможное, чтобы тот оставался у власти как можно дольше. Так ведь чиновникам легче скрывать свои прежние должностные преступления и совершать новые, отмечает Джураев. После событий 2005 года и среди простого народа, и среди политически активного слоя народа, и особенно политических партий, политических активистов, появилась некая уверенность или понимание того, что
и политический порядок, и режим, и власть вообще, они достаточно хрупкая вещь. Главный урок тюльпановой революции, считает политолог, в том, что народ осознал свою силу и хрупкость системы управления страной. Власть у нас хрупка, ей нетрудно свернуть шею. Но в чьи руки она упадет после того, как падет? Жди беды, если достанется кому-нибудь недостойному, кто не может сладить со страстями и поставить на место своих ближайших родственников. Понимание этого факта одних заставляет реформировать госструктуры, что порой очень непросто. Других воздержаться от искушения штурмовать Белый дом. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Бакыт Кашалиев, Пятый канал, главные итоги. Штурмовать Белый дом собравшиеся не особенно намеревались, и Акаеву достаточно было просто пригласить их, представителей, в беседу в этот самый Белый дом. И многие проблемы могли быть решены путем диалога. Но Акаев понимал, что зашел слишком далеко, поэтому видел только один путь спасения для себя – бегство из страны. Неприличным путем депутатами стали его сын Айдар и дочь Бермет, которая проходила по университетскому избирательному округу, в котором Центр избирком снял с выборов Розу Отунбаеву. Она и начала одиночный пикет протеста. Ее поддержало гражданское общество, и по ее примеру начались протесты и в регионах, население которых видело, кто становится депутатом. А мандатами стали обзаводиться даже откровенные бандиты, о чем еще тогда рассказывал известный журналист Кабай Карабеков, который тоже баллотировался, но не прошел в парламент. Депутатом он стал позднее. Половина парламента – это бандиты. Те, кто сегодня пришел под эгидой Акаевской партии «Алга Кыргызстан», это натуральные бандиты. Такого национальный парламент никогда не видел, чтобы по зданию национального парламента ходила охрана этих депутатов, вооруженная с ног до головы. Это первый такой прецедент. И все прекрасно знают, кто чем из них занимается. Кто занимается наркотиками, кто занимается проституцией, контролирует, кто занимается поставкой оружия организованным преступным группировкам. Это все прекрасно знают. Эти люди сегодня сидят в парламенте. Бандитские традиции продолжились и после Первой революции, и после Второй, которая случилась 7 апреля 2010 года. Все это ярко проявилось и в энергетике, повышение тарифов, которое стало одним из поводов для как раз второго бунта. И ситуация в энергетике до сих пор не выправилась, и серьезные проблемы все еще остаются нерешенными. Об этих проблемах наш корреспондент Андрей Такамбаев побеседовал дистанционно с бывшим членом Совета директоров «Североэлектро» Сапаром Аргамбаевым, который участвовал и в Первой, и во Второй революциях. Здравствуйте, да, Сапар. У нас 10 минут сейчас для разговора, и у меня к вам такой вопрос. Вы являетесь председателем Комитета защиты политических заключенных. И тем не менее, в общем-то, вы говорите, что есть проблема в энергетике. Каким образом получилось так, что проблема энергетики стала связана с проблемой политики? Расскажите, пожалуйста, предысторию. На сегодняшний день в связи с коронавирусом у правительства головные боли и очень тяжелые моменты в отношении финансов, в отношении пополнения бюджетов. И будучи я, когда в свое время 5 лет отработал членом Совета директоров «Североэлектро», и я с тех времен, еще при атамбаевских времен, поднимал те проблемы, которые связаны с оптовыми продажами, посредническими компаниями, которые занимаются оптовой продажей и покупателями продавцов. И я на сегодняшний день я знаю, что очень тяжелая ситуация будет в энергетике, которая связана с выплатами почти 1 миллиард 600 миллионов долларов. И я знаю, что электрические станции порядка 50 миллиардов она должна выплатить до 1932 года. И это очень серьезно. И на сегодняшний день, когда я в свое время писал Атамбаеву, он не отреагировал. А сейчас вы обращались к нынешнему руководству страны? Да, я к этому, я к Сооронбаю Шариповичу обратился, но я знаю, что этот документ, мое обращение встретили там, в аппарате, и соответствующим образом доложили, что, это какие-то мои, будем говорить, личные, нисколько не личные интересы, это несерьезно. То есть изложенное в этом документе они восприняли за ваши какие-то политические амбиции, так я правильно вас понял?
Да, сколько амбиций, но я знаю, что здесь, когда я оперировал в свое время первоначально порядка 100 миллионов, а сегодняшний день, и вот с начала этого года, через депутата Кадыралиева запросил у агентства технико-экономические показатели посреднических компаний. Что получилось в итоге? Они дали не в полном объеме. Запрос был за 5 лет, с 15 по 19 включительный. Они только дали сходный план на 19 год, технико-экономические показатели, и фактически показатели 18 года. И знаете, что получается? И что получилось в итоге? Мои предположения оказались очень скромными предположения. Фактически, вот эти документы, только я и беру за 18 год, я примерно предполагаю, что за один год посреднические компании у электрические станции выводят занижая тариф, нереально низкий тариф устанавливают для посреднических компаний, устанавливают порядка миллиард 200 миллионов сомов только у электрических станций. То есть реальность, получается, превзошла все ваши даже самые смелые предположения. Да. И знаете, если ежегодно где-то вопрос о миллиарде идет, это очень серьезно. И потому как они, даже мой запрос, меня в свое время в феврале месяце пригласили быть независимым экспортом энергетики в парламентской комиссии. Акылбек Джапаров. Мы с ним где-то 2-3 заседания провели совместные, и потом мы должны были составить соответствующий отчет, и мы для составления отчета должны были получить материалы, исходный материал, фактические материалы. И эти запросы, которые мы оформили через Акылбека Джапарова, они дали очень с большим опозданием и под грифом для служебного пользования. Знаете, это статистические данные, они должны быть висеть. Я помню, до 2015 года они были на сайте у агентства. То есть они были в открытом доступе, а сейчас почему они засекречены, на ваш взгляд? Ну, если ежегодно умудряется, я не хочу сегодня говорить о коррупции, я хочу, сгладить. Вот эти посреднические компании сделали стипендиантами наших очень должностных лиц, от которых зависит, будем говорить, установление этих тарифов, благоприятность, их благословление. Получит, я думаю, что миллионные суммами сделали стипендиантами, я думаю, до 10-15 человек. Куда входят и соответствующие депутаты входят, и правительство входят. И эти депутаты, и на сегодняшний день мне вызывает очень большое удивление, что Энергохолдинг, являясь акционерным обществом, главным акционером и представителем государства, допускает вот такие вещи, когда у него из-под носа выводят порядка миллиарда с лишним сомов, выводят очень серьезной, будем говорить, очень важной отрасли, это, будем говорить, в энергосекторе, это электрические станции. И как, на ваш взгляд, с этим следует бороться? Знаете, в свое время, когда появляются эти посреднические компании, они появились на волне, что технические потери, идет очень хищение электроэнергии у госкомпании, хищение электроэнергии, денежных средств идет у госкомпании, потери большие там. И вот в этой среде, и когда еще бартерное обслуживание было, бартерные взаимозачеты были, они появились на этой волне, и практически появились на этой волне, вот Атамбаевская команда появилась, когда они, ничего не имея, они взяли ту подстанцию, которую приватизировали, начали отпускать. В свое время они в 2005 годах, если 17 миллионов, то на сегодняшний день они 24 миллиона киловатт потребляют. И знаете, они говорят, везде оперирует вот эта, будем говорить, власть, кто устанавливает тариф, оперируют средними цифрами. Говорят, вот по средней цифре, говорит, они получают доход 50 копеек. Вот от Самашэнерго. То есть, усредняя тариф, они получают дополнительные средства себе в карманы.
Да, с киловатта, и они имеют 50 доход. Они получили, что свое производство, которое по конечному тарифу 2,51 должны были отпускать, а им отпускают по 2 сома, 50 копеек нарыв. Это примерно 12 миллионов ежегодно попадает. Это самое еще скромное. Еще я хочу сказать, вот такой компании, как, например, Белый Электрик есть. Это пиво, которое выпускает вот этот... Беловодское пиво. Абышата пиво. Они порядка имеют... Порядка 15 миллионов имеют от электрических станций, я тебе хотел сказать. Еще есть такое... Вот они представили документы, сводный план на 2019 год. И фактически технико-экономические показатели за 2018 год. И получается, что они в 2018 году получили больше электроэнергию, а почему-то закладывают это на будущий год, на 2019 год меньше было. В 2018 год больше фактически закладывают. И теперь еще главное, они в свое время, эти посреднические компании, утверждали, что у них технические потери маленькие. И вот получилось так, что вот они в 2019 году, вот у СМС есть такой, 9,1% потери закладывает. У него, он в свое время, если историю заглянуть, он говорил, что у него 0 потери. Он сам у себя не может воровать. Есть такая компания, как Электросила. Ему закладывали 189 миллионов, 18 это закладывали. А фактически он потребил в 2018 году, потребил 233 миллиона. И почему-то это все скрывает. И знаете, получается, ему доход, его капитальное строительство, капитальный ремонт, все вложили в тариф. И он получается так, что, например, вот в качестве примера я могу привести. В 2017 году он 12 километров линии строит в Аше, 12 километров строит цемзаводу, Ворованский район. Порядка 150 миллионов за счет тарифа он оплатили ему. Он стал собственником высоковольтной линии, стоимость которой примерно, предполагаю, 150 миллионов. Он, подключив это, и сразу со следующий год получает порядка 70-80 миллионов киловатт от этой цемзавода по цене, покупая СОМ-20 со всеми налогами, покупая со СОМ-20, продает по 2,51. То есть практически ничего не делая, получает колоссальную прибыль. Вот каким образом вы сейчас собираетесь вот с этим бороться? Лично вы. Знаете, на сегодняшний день, когда я не столько боролся, я передаю через огласку. И это все, это очень хорошо и легко получается, когда они под видом грифа для служебного пользования, под видом того, что они делают очень это теневое, это все факты скрывают. Это они для меня не попали случайно. Они просто вынуждены были. И вот эти предыдущие, если факты выйдут, да, я думаю, что президент на сегодняшний день обратит на это внимание, да будем надеяться, что то, что сказанное только что вами, будет услышано. Огромное вам спасибо за разговор. Спасибо большое, всего доброго. Всего доброго, до свидания. И еще я хочу сказать, Андрей, это очень серьезно. Это серьезно. На сегодняшний день, когда государство ищет деньги, и когда энергетические компании связаны с долларовыми, вот сейчас посмотрите, каждый сом это 1 миллиард, да, это будет внешний долг энергетической компании будет расти. Вот в этой ситуации... Да, в этой ситуации как раз, когда сокращают там все это когда если мы можем расходы, будем бороться с этим. Серьезно. Будем надеяться, что наш разговор услышат. Спасибо большое. Все эти теневые явления, если их вскрыть и выявленные финансы направить в бюджет, могли бы стать хорошим подспорьем для борьбы со вспышкой коронавируса, когда страна вынуждена просить финансовой помощи у международных доноров. Но для этого нужна сильная политическая воля и само стремление выправить ситуацию, которая
которая достаточно абсурдная. Страна для своего развития постоянно просит помощи извне и не может даже свести свой собственный бюджет без внешних заимствований. А внутри страны разворовываются миллионы, и с этими внутренними ворами никто ничего поделать не может. Возможно, коронавирус отрезвит многие головы, но для принятия решения пока необходимо его переждать. А для этого самый простой и надежный способ – сидеть дома. Об этом на неделе в прямом эфире программы «Когда все дома» российского журналиста Андрея Малахова коротко и ясно сказал директор Московского института имени Склифосовского Сергей Петриков. А вот какой совет вы даете своим близким, родным в связи со всей этой эпидемией? Сидеть дома. Рецепт простой, но трудно исполнимый – сидеть дома. Это как перестать думать. Человеку очень трудно перестать думать, хотя казалось бы, что тут сложного. Но как раз в этом и состоит сложность медитации, например. Внешне кажущиеся очень простыми вещи при исполнении оказываются довольно трудными. Если бы люди не думали, а просто исполняли принятые кем-то когда-то инструкции, все было бы проще. Надо только, чтобы те, кто дают инструкции, были умными. Но и это тоже мы когда-то проходили. Мудрая и всезнающая партия думала за нас и давала нам инструкции для исполнения. Но оказалось, что наверху не всегда оказываются не только те, кто умные, но даже наоборот, те, кто просто для себя пользуются тем, что они наверху. И наверх они стремятся тоже как раз для этого. И вот эту всю психологию и традиции исправить достаточно сложно. Многим действительно надо посидеть дома и подумать. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего и до свидания.